Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы собрались здесь, в этом зале, чтобы вспомнить 89-ю годовщину со дня рождения нашего земляка, также героя Советского Союза Мирза Аламурата Оглы Джавиева. Сейчас прошу минуту молчания. Спасибо, пожалуйста. Сейчас к вашему вниманию будет предоставлен фильм о его жизненном пути.
Пока в вступительной части нашего мероприятия приносим свои извинения за некоторые моменты организационного характера. Сейчас слово предоставляется руководителю Талышского культурного центра Рамину Кязымову. Салам, дорогие друзья, уважаемые земляки! Сегодня мы отмечаем 89-ю годовщину со дня рождения нашего земляка, героя Советского Союза Мирза Агамрадова Джабиева. Вторая мировая война была самой страшной войной в истории человечества. Война была тяжелой, и она принесла больше потерь, нанесла тяжелый удар многим народам, в том числе талышскому и азербайджанскому народам. Родина поставила перед каждым солдатом задачу, и эти задачи была с честью выполнена. Одним из них, чье имя прославляет народ, является Мирза Агамрадов Джабиев. Мирза Джабиев – истинный герой. Его взвод во время войны в битве при Калининграде творил невероятные чудеса. Полностью делился бой. К вечеру второго дня Джабиев поднял на голову башни форта номер 5 красные знамя. 22-го орудия огромного форта подняли жертву в синее небо. Форт пал. Их подвиги были отмечены орденами и медалями. А 19-летний лейтенант Мирза Джабиев был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны Мирза Джабиев неоднократно приезжал в Калининград, так что Калининград был для Джабиева родным городом, иначе и не может быть, ведь он воевал за него. Жизненный путь Мирза Джабиева, его героизм, заслуги во Второй мировой войне были примером для всей молодежи Советского Союза. Мирза Джабиев является большим примером, образцом для азербайджанского и талышского народа, для нашей молодежи. Дорогие друзья, я горжусь тем, что подвиг моего земляка не забывают. От имени Талышского культурного центра благодарю всех, кто пришел в этот день на наше мероприятие. Спасибо за внимание. Сейчас любимица всеми Лейла Талыш. Встречайте.
Ben bugün bir mahnı okumak istedim. Təşkilatımız bizi biraz elə bir ki, o qədər də dəstəkləmədi. Çox xahiş edərdim, o mahnını mənlə bir yerdə oxuyasınız. O mahnını bizim müğənnimiz Zeynəb Xanlarova Qarabağ müharibəsi başlanan zaman oxuyub və o mahnı həmişə mənim ürəyimdədir. Çox xahiş edərdim, məni dəstəkləyəsiniz. Ana qəlbim odlanır, söz düşəndə davadan. Ana qəlbim odlanır, söz düşəndə davadan. Bəs deyilmi qoca torpaq, axıldı qan, axdı qan. Bəs deyilmi qoca torpaq, su içdin göz yaşından.
сейчас слово предоставляется советнику посла по диаспоре и международно-правовым вопросам Акшину Алиеву. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне поручено господином чрезвычайным полномочным послом Азербайджанской Республики Российской Федерации Поладом Бельгунову передать вам его приветствие и благодарность. Благодарность за то, что вы проводите сегодня такое важное мероприятие, посвященное памяти Джабиева, героя Советского Союза Джабиева Мирзала Мурадоглы. Этот вечер, я думаю, посвящен не только его памяти, но и памяти всех других героев сынов Азербайджана, которые принимали участие в войне против фашизма и привели нас к общей победе, победе над фашизмом, над злом. Господин посол, только, поверьте мне, только по причине заранее запланированного графика работы, у него сегодня несколько встреч, он не смог прийти на это мероприятие, и вот мне было поручено передать его слова благодарности и приветствия. Азербайджан всегда отличался интернационализмом, Азербайджан всегда отличался народы, проживающие, которые жили в Азербайджане и живут, продолжают мирно и дружно жить в Азербайджане, всегда отличались героизмом. Во время Второй мировой войны, войны против фашизма, из Азербайджана на фронт было отправлено более 2 минуты тому назад господин Шабанов мне задал вопрос, сколько человек было отправлено на фронт из Азербайджана. Я ему ответил, я думаю, это интересно вам тоже, 681 тысяча человек принимало участие на фронтах из Азербайджана войны. На фронтах войны. Более 300 тысяч погибло, более 400 тысяч было награждено медалями и орденами различной степени. 43 человека, выходцы из Азербайджана, были награждены званиями Героя Советского Союза, в том числе и человек, вечер которому сегодняшний посвящен, Джабиев Мирза. Хочу с гордостью сказать, что наш Азербайджан, наша Родина, наша общая Родина всегда отличалась глубоко выраженным чувством интернационализма. И сегодня, Лейла Ханум недавно, когда исполняла, она сказала, когда началась Карабахская война. Когда началась Карабахская война, чин-чина, то есть она на азербайджанском сказала, рядом с другом воевали против врага и русские, проживающие в Азербайджане, и украинцы, и азербайджанцы, и лезгины, и курды, и талыши. Они воевали, защищая общую нашу Родину. И приятно, что и сегодня в нашей процветающей Родине, Азербайджане, где в нашей армии служат вместе, опять же, чин-чина, представители всех народов, которые живут в Азербайджане. И эта наша дружба, ее никто сломать не сможет. И наши народы всегда будут жить на нашей земле. И нас всегда, если никто не сможет как-то нас поссорить, поделить, и нас ждут только общие победы и успехи. Благодарю вас, что вы мне пригласили господина посла. Благодарю вас, что вы привлекли к этому мероприятию посольство. Мы всегда готовы оказывать и дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Исполнитель Владимир Маев. Разрешите представиться. Старшина войсковой разведки Владимир Май. Песни свои. Я представляю здесь фонд содействия спецназа и ВДВ имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. Спасибо. Я от творческой группы, и вчера я с Александром Васильевичем, сыном его, героем России, приехал из Карелии, где встречался с имамами, ингушами, чеченцами, и они знали, что я приду сюда, так что низкий вам поклон от них.
Я человек 80-х, сын Советского Союза, афганская война. И на ваш суд я хочу спеть вам 3 песни, которые были в жизни, это реальные события. Мы афганом мечены, мы со смертью венчаны, и горели заживо, выполнив приказ. Пули дуры сватали, слез своих не прятали, когда кто-то из друзей покидал всех нас. Давай закурим, товарищ майор, прости, закончились все сигареты. Ты угощаешь другой разговор. Эх, зажигалку оставил я где-то. Ты не сердись, да ты вроде не злой. Вот только взгляд твой какой-то далекий. Видать, прошел ты путь очень большой, и шрам остался на сердце глубокий. Смотри, майор, упала с неба звезда, и вот погасла. Такое бывает, и у людей так ведь тоже всегда. Чем ярче жизнь, тем быстрее угасает. Ответь, майор, мне, ты был на войне. Ну что молчишь, значит только оттуда. Видать, не сладко там было тебе. Видать, и правду сдержала ее худо. Задел я душу твою, ты прости. Ведь я был тоже 2 года в Афгане. Ты на меня так, майор, не смотри. Я с той поры каждый день на стакане. Смотри, майор, упала с неба звезда, и вот погасла. Такое бывает, и у людей так ведь тоже всегда. Чем ярче жизнь, тем быстрее угасает. За что, майор, ты воюешь теперь? Тогда все было предельно и ясно. А здесь не поймешь, кто охотник, кто зверь. Ах, как все глупо, обидно, ужасно. Давай-ка выпьем мы водки с тобой. Зачем сухую вдвоем балагурим? За всех помеченных стервой войной. Давай, майор, выпьем, после закурим. И вновь, майор, упала с неба звезда, и он погасла. Такое бывает, и у людей так ведь тоже всегда. Чем ярче жизнь, тем быстрее угасает, и у людей так ведь тоже всегда. Чем ярче жизнь, тем быстрее угасает. 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 Хочу спеть песню, которая стала уже основой моей жизни. Это памяти моего друга, снайпера номер 1 в России, 10 лет отдавшему жизнь в подразделении «Альфа», Василий Николаевич Денисов. Наши деды воевали на Первом Белорусском фронте. Они друг друга знали. И через очень много лет я встретился с Василием Николаевичем Денисовым. Это была встреча незабываемая. Песня «Снайпер». Скоро начнется. Вышел на точку. Это еще не предел. Все рассчитать нужно правильно, точно. Главное — верный прицел.
Я третий час уже лежу, в крутую оптику гляжу, но моя жертва появиться не спешит. И я так этому не рад, но мне ведь важен результат. Сомнения прочь, кто будет жить, пусть Бог решит. Мой враг достаточно хитер и осторожен, словно вор. Уверен, опыта ему не занимать. Но я ведь тоже не простак и знаю, где, чего и как. Меня учили мастера, как убивать. Я душ немало загубил, а после Господа молил, чтоб отпустил он мне грехи и что простил. И память многое хранит, и мою душу бередит. Я помню каждого, которого убил. Они приходят по ночам, и мне хочется кричать, и что-то говорят, но слов не разобрать. У них совсем недобрый взгляд, я адским пламенем объят, и как назло на помощь некого позвать. Их руки тянутся ко мне, а я горю, я весь в огне, и все проносится в горячечном бреду. Как с этим грузом дальше жить? Как волку хочется мне быть, и, может быть, когда-нибудь с ума сойду. Ну хватит думать и блом, чего раскис, а вот и он. Вдруг появился тот, которого я ждал. Я делал это много раз, и все закончится сейчас. И плавно я на спусковой крючок нажал. Я в лоб садил ему свинец. У каждой жизни свой конец, и душу новую к себе призвал Аллах. Но я знаю наперед, убитый мной ко мне придет и будет часто посещать в бредовых снах. Но я знаю наперед, убитый мной ко мне придет и будет часто посещать в бредовых снах. Я третий час уже лежу, в крутую оптику гляжу. Я третий час уже лежу, в крутую оптику гляжу. Я третий... Спасибо. Еще одна песня. 1 марта исполнилась годовщина, когда десантники Черниговской дивизии в Обскове приняли на себя удар боевиков, и почти все полегли в Аргунском ущелье. Поэтому памяти 6-й роты, штурмовой десант. Опять тревога снова началась. Игра большая. Земля как в лихорадке затряслась. Она живая. А ты берет свой голубой надел. Рука дрожала. Ты отдышаться вовсе не успел. Как все сначала, опять сначала. Огонь и смерть без пуль над головой. Ты не робей, ты гвардии сержант. Смотрите все, кто павший, кто живой. Идет в атаку штурмовой десант. Смотрите все, кто павший, кто живой. Идет в атаку штурмовой десант. Крылатая пехота в бой идет. Держитесь, духи, молитесь, ходы. Аллах сегодня вряд ли вас спасет. Так вам и надо. И вот блеснул штык-нож, затем кулак. Броня горела, душа горела. Десанту был дарован свыше знак. И вновь задела, опять задела.
без пуль над головой. Да не робей, ты гвардии сержант. Смотрите все, кто павший, кто живой. Идет в атаку штурмовой десант. Смотрите все, кто павший, кто живой. Идет в атаку штурмовой десант. На горных перевалах, кишлагах потом стреляли. Ругаясь матом, подавив свой страх, мы отвечали, закончим бой, не сдали высоту, не отступили, а после за погибших, как в бреду, спиртное пили, и вновь получен боевой приказ. Повеселее, гвардии сержант, ну вешайтесь и те, кто против нас. Идет в атаку штурмовой десант. Ну вешайтесь и те, кто против нас. Идет в атаку штурмовой десант. Спасибо. Сейчас слово предоставляется кандидату философских наук, также доценту Московского государственного университета имени Ломоносова Азеру Мамедову. Пожалуйста. Конечно, не так просто сразу после такого эмоционального выступления, которое возвращает нас в те сложные времена, что-либо сказать. Но тем не менее я выражаю огромную благодарность председателю Талышского культурного центра Рами Мелему за то, что он собрал нас в этом замечательном светлом зале, чтобы мы вспомнили героический путь славного сына Талыша и всего Азербайджана Мирзоджабиева. Как показал фильм, жизнь, судьба Мирзоджабиева похожа на судьбу миллионов советских людей. Как и миллион советских людей, он родился в простой семье, в крестьянской семье, поступил после окончания школы в техникум. Потом, когда началась война, как патриот своей страны, вступил в ряды советской армии. Я хочу сказать, что нам в некотором смысле повезло. Нам повезло в том, что мы являемся младшими современниками этих замечательных людей. Как прозвучало здесь в песне «Мы дети Советского Союза». Мне вспоминаются слова из воспоминаний Юрия Гагарина, как-то я там прочел такие слова: «Пусть потомки завидуют нам, что мы были как бы первооткрывателями космоса». Я могу с гордостью сказать, что пусть наши потомки завидуют нам, потому что мы являлись современниками, младшими современниками этих замечательных людей, которые защищали нашу Родину. Но после распада Советского Союза, к сожалению, наступило время бездуховности. Это привело к всплеску национализма, сепаратизма, который, как мы видим сегодня, ничем хорошим никогда не заканчивается. Наша задача сегодня должна заключаться в том, чтобы передать вам вот этот мощный патриотический импульс. То и дело приходится читать в новых учебниках истории, что те большие достижения, которые были в Советском Союзе, это все за счет перенапряжения человеческих ресурсов. Нет. Люди верили в идеалы, люди верили в счастливое будущее. Я думаю, что мы должны делать все возможное, чтобы сохранить тот баланс, который существует. Та память, которая существует, она должна
сплотить нас. Мы должны быть вместе, поддержать друг друга. Это наша общая историческая судьба. И чем больше таких встреч, тем больше мы получим возможность рассказать друг другу о себе, о нашей культуре. Спасибо за все. А сейчас слово предоставляется президенту талышской диаспоры Исмаилу Шабанову. Дорогие друзья, дорогие гости, спасибо, что представили нам слово. Я очень рад, мне понравилось, как хорошо организовано. Здесь выступил наш уважаемый Азаль Мандым. И очень хорошо, что здесь присутствует представитель посольства, это очень приятно. Представители искусства, которые выступали, обрадовали нас. Я всем благодарен. Спасибо вам. Я сам, конечно, не помню Джавиева, но наша семья с ним был такой тесно связана, потому что мой дед вместе с ним отправился на войну. У меня отец с ним очень близко общался, потому что он работал директором совхоза и часто с моим отцом встречался, они были коллегами. Я помню даже его похорон, когда, по-моему, в 1978 году он умер, и все были у него на похороне. Я помню, отец вернулся с слезами на глазах, говорит, что мы похоронили человека, который отправился на войну вместе с отцом. Конечно, мой дед не возвращался. Можно чуть-чуть вниз, это самое, да. Действительно, я очень горжусь с Мирза Джавиевым. Не только у нас Мирза Джавиев, у нас таких людей очень много. Я буквально, по-моему, полчаса тому назад у господина советника посла спросил, сколько из Азербайджана отправились на войну. Он мне сказал 680 тысяч. На самом деле, это для тогдашнего Азербайджана это очень большое количество. Это говорит о том, что страна в массовом порядке отправились защищать Родину. Из моего села, из маленького села, не вернулись только из войны 47 человек. Представьте. Были люди, которые вместе с нами отправились в войну. И погибали, отец вместе с сыном погибали. У нас есть деревни, которые более 100 человек только не вернулись. Это говорит о том, что люди действительно были настроены патриотичны. Любили, верили в страну, в которой они там жили. На самом деле, я когда поинтересовался с подвигом Джавиева, меня особо интересовал его подвиг в Калининграде, в Кенигсберге. Там есть такой, значит, такой интересная строчка. Значит, они когда хотели войти в город Кенигсберг, ну, там были ворота огромные, нужно было бы переходить в форт. Но у них не было соответствующего оружия. Они взяли, значит, разрушили или как-то, ну, каким-то способом или отнимали у немцев их оружие и ихними взрывчатками взорвали вот это вороту и вошли туда, уничтожили немцев и взяли в плен, по-моему, 17 или 14 человек. 13 человек. Это очень показательно. Вы представьте, вообще-то Кенигсберг это непростой город. Это вообще-то Кенигсберг считается родиной немецкого культурного храма. Это храм. Там похоронен Гёте, вы знаете, да, наверное, да? Вот. Конечно, вот эта Вторая мировая война, фашизм отнял очень много жизней, отнял наших дедов. Были, когда человек только что женился и забрали его в войну, не вернулся. Фашизм уничтожил очень много, значит, очень таких достойных наших сыновей. Нам показалось, что в 1945 году мы покончили с фашизмом. И не зря наши деды погибли. К сожалению, сегодня, смотря на Украину, да, рассматривая ситуацию на Украину, мы смотрим, что опять же
тот же фашизм начинает наступать именно оттуда. Сегодня Карфаген III взял реванш, наступает снова на восток. Вот это нам не нравится. Это очень плохой признак. Нам бы, конечно, очень хотелось бы жить в мире. Нам бы хотелось бы, чтобы была стабильность. Мы не желаем плохого ни одному народу. В том числе мы хотим, чтобы в этой конфликтной Украине она утихла, и этот два братских народа разобрались между собой и разошлись миром. Но, наконец-то, вот фашизм, который опять же начинает наступать, наконец-то одумались. Я сегодня посмотрел внимательно выступление нашего президента Путина. Он очень конкретно очертил контуры, которые должен бы сказать. Я думаю, что, наверное, скорее всего, это холодные головы одумается. Все-таки это очень опасно, когда вот это коричневый вот это фашизм, она находит понимание в официальных властных структурах. Это очень плохо. Я понимаю, да, какие-то недообученные люди, необразованный человек, они что-то такие слова говорят. Но когда вот это фашизм находит понимание у высокопоставленных людей, это очень опасно. Мы, кстати, недавно отметили здесь вот это юбилей Наваи, когда шла речь о жизни и деятельности Наваи. Вы знаете, я вам скажу одну интересную вещь. Наваи вообще-то из города Герата, вы знаете, из Алмазского города Герата, как раз оттуда и Мевлана. Мевлана, который сегодня считается в Турции одним из чуть ли не источников национальной культуры, понимаете? Мне понравилось выступление бывшего вице-премьер-министра Туркменистана. Он сказал такую вещь, сказал, было времена, не было границ. Все народы переселялись, где как, где проживал. Самое главное, понимаете, не мешали друг другу, не было же. Теперь докажи, кто откуда пришел. На самом деле, вот этот город Герат, одновременно там вырос национальное, или может быть достояние, и в Турции Мевлана, иранцы его считают своим. Сегодня узбеки его считают, допустим, Наваи своим. Поэтому всегда нужно найти общий язык. Хорошо, что мы в рамке культуры или в дискуссии обсуждаем, и действительно мы гордимся ими. Мы, каждый хотели бы, что принадлежало нам достойных людей. Никто не хочет, чтобы, понимаете, вот гордиться с какими-то преступниками. Мы все хотим гордиться с достойными людьми, с героями, людьми, которые оставили след в истории. Я всегда говорю и в общении с азербайджанцами, со всеми, и с нашими соотечественниками, я говорю, за течение 1000 лет очень многие люди жили у нас на этой земле. Были богатые, были кем, ханы были, беки были. Но Низами остался на всю жизнь, потому что он был выдающийся личность. Понимаете, Низами, потом мы часто вспоминаем, несмотря на 7 похорон в Сирии, да, в Сирии, мы постоянно гордимся с ним. Поэтому я призываю всех, я очень хотел бы, да, в Халабе, мне хотелось бы, чтобы мы всегда гордились с такими выдающимися людьми, чтобы, поэтому они для нас являются образцами. Для меня они являются образцами, понимаете, я ими горжусь. Я хочу, чтобы, еще раз хочу повторять, мы должны быть готовы повторять тот же подвиг, который повторяли наши деды. Спасибо вам большое. А сейчас нас своими песнями порадует молодой исполнитель Фуад Ализада. Встречайте. Салам алейкум.
брат, битва моих полтавских разлуки. Тобой проземли костры, прекрасный нет городов на карте. Молодые с четками, старики знаты. Волны газ переиграют дорогую душу. Здесь никогда не перестану старше слушать. Мой город, там где не забыли корни, не нужен повод, чтоб любить эти просторы. Мой город, там где за базар в ответе, там с храбростью уже вырастают дети. Яркое солнце, красивые поля, я с гордостью могу сказать, это моя земля, да. Я гражданин Российской Федерации, но всю жизнь буду я калышкой нации. Не люблю провокации, не уважаю нацистов, я люблю свой город и могу гордиться. Хочу как птица взлететь высоко в небо, и говорю Бог на других городах, где там не был. Улица Ленинграда навсегда в моей памяти, я расскажу своим внукам об этом старости, о том, откуда я, из какой земли. Я прошу после смерти именно там меня хоронить. Я далеко, в церкви, столица России, любовь к родине моей никогда не остынет, как же красиво. Хамбулак, Муслиман, Республика Азербайджан, родная гарант всему народу, всех каспийским берегам, с уважением с Москвы я шлю салам. А сейчас слово предоставляется поэту, писателю, также философу, можно сказать много прекрасных моментов. Авшан Талышханлы, встречайте. Добрый вечер. Очень много сказано сегодня. Все сказано — это наша гордость. Я горжусь, что очень много сказано, что мы дети Советского Союза, что у нас есть такие герои. Я горжусь вдвойне, что он азербайджанец, я горжусь втройне, что он талышец. Я не устану говорить, что в каждом герое заложена ген вечности. Вернее, каждому человеку заложено. Но те герои, которые уже записали свои имена в историю, остались вечными, они смогли возбудить этот ген. Кстати, они остались века. Вот уважаемый президент сказал, Наваи, там, не знаю, представляете, это вечность. Просто еще раз прошу прощения, я как бы начал свое вступление на русском. Сейчас начну говорить стихи, ну, как бы эти стихи по-азербайджански и на талышском языке. Но прошу прощения за маленький оплошность, что я не знал, на русском языке будет передача, вернее, Ничего страшного. Да. Ну, я подготовил и на русском, но так получился. И еще раз прошу прощения, мои рукописи остались дома, но слава всему святому, слава Аллаху, что есть техника сейчас, 21 век. Вот. Телефон сейчас найдет мой форум, может быть. Я все свои стихи и прозы не помню. Еще раз прошу прощения, я начну по-азербайджански. Hoş gördük sizi əzizlərim. Bugün həqiqətən belə qəhrəmanlar haqqında danışmaq bizə çox xoşdur. Belə qəhrəmanlar haqqında xatırlamaq bizim qəlbimizin məhəbbətin yüksəldir. Повторюсь опять, вернусь на русский язык, как говорят, вопреки всему, постарайтесь, чтобы никогда не погасить в душе у себя свет. Это тот свет, который в вас найдет такие же светлые люди. Mən hər bir şeirimi yaşayıram, hər bir qəzəlimi yaşayıram. Gəlimdən deyək, çıxarmazlar ki, nəysə. İndi bir qəzəlimi deyim, hansı yadımdadır. Bir əvvəl şifalıca bir şeirimi deyim, hansı yadımdadır. Gəlib çıxarsa sizi feyziyab edərəm inşallah şeirlərindən. Vətənim varkən vətənsizəm mən. Üç vətən göstərdim taleyimə mən. Bəs niyə heç biri olmadı vətən? Hansını mən seçim vətən eləyim?
Hər vətən yolundan qalıb yarası, hər vətən eşqindən qalıb qarası, adı olub mənim vətən avarası, hansını mən seçim vətən eyləyim. Qərib ol, vətəndən uzaqda olma. Gül olsan, vətən üçün çiçək də solma. Deyib təkrar sözü sən unudulma, hansını mən seçim vətən eyləyim. Anam doğan torpaq bir vətənimdir, Azərbaycan mənim məhəbbətimdir, Sovetdən qalanlar səltənətimdir, hansını mən seçim vətən eyləyim. Bu şeir ona aiddir ki, biz Esrli Ağanın zərəkdən qərib olduq, İlhək 2003 arasında vətən eyləyim. Спасибо за технику. Mən demək istəyirəm ki, yəni, Assalamu aleyküm, Allahu Akbar. Nəyə görə? Bunu belə başlamaq istəyirəm, bəyə sözünü, bu texnikalar gəlib sıxmamışdır. Bizim hər sözümüzdə, hər fikrimizdə Allah adı varsa, biz hər qəlbimizdə olan işığı Allah adı ilə çalışıb çatdıra biləriksə, bizim hər arzumuz yerinə yetəcək inşallah. Ona görə üzr istəyirəm. Mən tapım bir şeiri indi oxuyacağım inşallah. Vaxtımız əlimizdə yəqin ki var. Olur, belə şeylər olur ki, hər yazmalar qalır. Dostu, texniki səhvlərə görə üzr istəyirəm. Allahın bilsin kiməm, nəçiyəm, nəyimə lazım ki, bəndə nə deyər. Mən Allah adıyla kiçik elçiyəm, Allahsız insanlar boynunu əyər. Yaxşı əməllərin qoy sənin olsun, sən pisini götürmə, şeytana saxla. Ruhun da, qəlbin də fərəhlə dolsun, Allahına şükür deysən hər sabahla. Yaxşılıq edib, pislik görsən də, Peyğəmbər əməlin yaddan çıxarma. Şeytanla üz-üzə hər ancaq dursan da, sənin Allahın var, yaddan çıxarma. Bir neçə hərifdir, qüvvəsi böyük, nə gözəl səslənir dilimdə Allah, veribdir müqəddəs Quranı müdrük. Hər kəsə kömək edir çətinlər Allah, hər kəsə kömək edir çətinlər. Göz yaşım damla-damla axıb yarana tökülər, gözüm də gömürük. Olmasa haqqım mənim, evim, eşiyim sökülər. Heç kimə əyilməzdir nə vicdanım, nə əqidəm, tək sənə baş əyərəm, tək sənə belim bükülər. Çal açıqı verim sənə. Yox, ondan görünməz olsan da gözün hər bir işi görür. Kim yolunda çıxıb, kimlər yolunda durur. Qəlbin, hər ruhun da işığını verən sənsən. Bil, Allahı unudanlar zamanında unudulur. Yoxdur başqa əzizim, müqəddəsim, ya Xuda, səndən başqa kimdir ki, mollalar, gədə, güda, mənim qəlbimdə qəlbimin yanan kəmisən. Mən hər an səni görürəm pak olan təmiz suda. Qanun mətləbini bilməmişəm körpə vaxtı, sənə pak məhəbbəti, sevən qəlbə mələk yaxdı. Əxşanam, mən də sənin cəvanınam, bir balanam. Səndən çox istəmirəm, istədiyim xoş sabahdır, inşallah. Bir dənə də tavış dilində icazənizlə. Çiç fote pide agar, povud, dılada omağat. Zıvın düz vod da agar, ışta zıvuni mağat. Düz vod da sıxani, ru bağatı har burada. Basa danışın tını da heç kəsi samağat. Düzü buğa runuşi agar, baroda xayrabini. Vindelin dılani, hem makas vinde sapeni. Harkas bu otan, düzü batıp, botun ona düzü bakan, harkas qabul akani, düzü bura harçatini. Harkası bu dünyada qada güle, dünyoşısı, dünyoda aylaşısı, kaşısı, kaybaşısı, çok asi kayba gıfırlı, valla çama qasadani, heç kəsi kayba macan, harkası sen bağlaşısı. Çiş babe ki harkası cun buvu, cunan bumaz, yan buka har bevaci,
ببس خانونم ممز شبکه قریبده دل tığıştanın şoba beş yoksa akşam babamı harcı babe tanga nefes. Bir tane de şiir okuyayım, icazın verirse eğer. Pencere önünde durup gizlice deniz sahilinde olmak istedim. Evden kaçarak halvet gizlice geceler denizde olmak istedim. Suyun qırağında oturup herden deniz varlık kimi mənə görsənir. Soruşmaq istədim qocaq Xəzərdən, Xəzərsə danışma deyib dillənir. Susaraq samaya gözlərim baxdı, nə gözəl sama var zülmət gecədə. Hər ulduz işıq tək ömür, hər ulduz işığı ömür tək axdı, ay günəş axtardı belə gecədə. Gözlərim önündə necə qurcular, gözəl rəssamın rəsminə bənzər, Allaha uzanmış körpə ovucular, nələr istədiyin eşitdi Xəzər. Arzular ulduz tək hey çoxalırdı, hansını istəyim deyə bilmədim, hər ulduz arzu tək mənə baxırdı, əbədi yansınlar deyib istədim. Asiman oyatdı bir anlıq məni, axan göz yaşımla pələnirmiş. Qəriblik yaman qocaqdı məni, gözümdə pərdə sahilləşirmiş. Yenə pəncərənin önündəyəm mən, dörd tərəfim susmuş divardı. Yenə xəyalımda, qəlbimdə vətən, şaxtalıq olsa da gözəl baxardı. Şaxtalıq olsa da gözəl baxardı. Bir tane de talaşında okuyayım, sonra axırıncı qəzəlimlə tutarım inşallah. Bu belə alındı, yerə üzr istəyirəm. Can askı verir misin? Hangi gün? Görə bilərəm askıyı. Heç problem olmayacaq. Öğrenmezse çekilsen. Ha, yok. Sanatkar o kadar yazıcı yüzler xarab olur. Oo, çok хорошо. Çiş beda har dardi vote zindaniş. Veşi vinde pida, kuçi vindaniş. Çünkü nefas kaştaş, hala gilbaniş, bakıdı dord buvud. Ah kumar babe. Çukarmış insuni çokan bakardı. Sardı bu ıştığı ve en takardı. Hiç bebacı maka batu bakardı. Bakıdı dord buvud. Ah kumar babe. Nozizin iş eğer nozi makatı. Şeytuni buştanı rozi makatı. Tosuni harkuni pozi makatı. Bakıdı dord buvud. Ah kumar babe. Kumabi. Dönüyordu çaşı diyaka. Hiç kesi dönüyordu çaşı kumaka. Kafşan da sabı koy ugardiş baka. Bakıdı dord buvud. Ah kumar babe. Tılı temiz bübü, çirkinan bübüş. Kosi bantı bübüş, erbuban bübüş. Dekasan meytocu bakıdı ömrüş. Bakıdı dord buvud. Ah kumar babe. Hariç çatinan bübü, bovut nomoji. Bu ıştan siyomak atı ıştar yüji. Tıl dıl bu da bakıdı. Hıdı yüji. Bakıdı dord buvud. Ah kumar babe. Neyse biraz çətinlik çəkirəm çünki bu texnika mənələ ağ yazmalarımı gətirəydim. İndi axırıncı, çox salam ki, yoldaş bildin. Mən axırıncı sözümü qəzəllə tutarmaq istəyirəm. Bir neçə proqram hazırlamışdım, şeir biləm, nəsə ağ yazmalarımı yenə üzr istəyirəm, gətirə bilmədim. Söhbətimizi yenə qayıdırıq qəhrəmanlarımıza. Bizim hər bir qəhrəmanlarımız burada, ağsaqqallarımız dediyi kimi, yəni müharibəyə girəndə hamısı sevgilisi olub, yəni ki, yarı olub, bəlkə də olmayıbsa da ola bilərdi. Hər kəslə getmə sözünü, yəni bir sevgili bir-birindən ayrılıb girəndə getmə sözünü deyir, getmə qəzəlini demək istəyirdim. Naz edib, getmə gülüm, nazını sən aparma, gəl. Ürəyim çıxır canından, ürəyimi aparma, gəl. Sən getsən fəsilim dəyişib tufan edəcək. Zaman fəsilsiz olmaz, zamanları aparma, gəl. Qışında qarın kimi, ağabbaq bir qar kimisən. Yaz bağında oxuyan bülbül üçün yar kimisən. Qəlbinin istisi də eşkində yaya bənzəyər.
Payızın yağmuru da əksidən dilbər gülüsən. Getmə. Bu ürəyim yalanıb tək səni sevməyim üçün. Mən yenə gecə gələrəm, sevgini bilməyim üçün. Bu gecə sevdim deyib gülən üzünü görmədinsə, satarım 2 dünyanı tək sənin gülməyin üçün. Tez gəlib gedəcəkdim, tək sən yuvandırdın məni. Nazənim, yatmış idim, tək sən uyandırdın məni. Əfşanım, mən əfşanam. Hər gözəlin oduna yanan deyiləm. Hər hissimi oyadıb, şam edib yandırdın məni. Hər hissimi oyadıb, şam edib yandırdın məni. Hər hissimi oyadıb, şam edib yandırdın məni. Çox sağ olun. Minnətdarım anınıza, çox sağ olun. А сейчас вас снова своими песнями порадует Лейла Талыш. Встречайте. Don't
слово племяннику героя, ради которого мы сегодня здесь собрались, Гусейнага Джабиеву. Здравствуйте. Во-первых, я хочу выразить огромную благодарность общественной организации Таврического культурного центра за это мероприятие. Я очень благодарен. Спасибо вам. А также благодарен всем присутствующим в зале. Мирза Джабиев был мой дедом. Он с честью прошел с Великой Отечественной войны. Был награжден Герой Советского Союза, Красным Знаменем, Красной Звездой, слава третьей степени. Он стал для нашего города, народа, настоящим героем, героем нашего времени. Именно с героем мы должны брать пример. И не должен забывать тех, кто дал нам возможность жить и ходить на этой земле. Мой дядя после войны вернулся в родное село. И трудовой деятельность начал уже до конца жизни в это уже село. Он построил нам дорогу, которая до этого времени вообще никогда не было. И притянул свет в наши дома. Он был директором совхоза, именно комсомола. Такие люди не забываются. И их будет помнить всегда, во всех временах. И в заключение я хотел бы сказать, чтобы молодые поколения брали пример с нашим героем. Мы гордимся нашим героем. Слава героям. Всем спасибо, всем добра. И снова на сцене Лейла Талыш.
Дервиш театра со стихами Шерзад про Аллахе. Встречайте. Ben doğrudan çıkış edilmeliydim. Mecbur oldum demek. Maşallah. Bugünkü evvela ben teşekkür ederim böyle bir gecenin sahibidir. Bu geceni yaradı. Qohumu da geldi, hoş gelmişsən. Çox gözəl çıxışlar oldu. Şəhsən sizin 300-lə çıxış məni heyran edir. Ürəklə deyirəm sizə Akşin müəllim. Və Akşin müəllim çox sağ olsun bugün gəlib bu gecəyə gəlib. Vaxtını sərfləyib bu gecəyə. Yəni Akşin müəllim hər tədbirə getmir. Yəni gör sizdən görə çox... Nahaq getmir, hər tədbirə getməliyəm ama... Yox, işinizə görə, vaxtınıza görə deyirəm. Yəni çox sağ olsun. Bundan sonra gələcək, belə ləzzət verdim, gələcək. Sonra Akşin, sən də çox sağ ol. Gözəl şeirlərinə, qəzəlimə görə. Qəzələ deyəndə ama gözlərimi aç, sənin gözünü görək. Gözü bağlı qəzələ deyirsən, biz görmü içərinlə baş verir. Sir vermək istəmirəm. O bir rozumdan. Sir vermək istəmirəm. Belə bir gözəl Azərbaycan övladı bizim Mirzə Cəbiyevin bu xatirə gecəsi. Doğrudan da Azərbaycan belə oğulların fəxr edib həmişə. Tək yox, onun simasında bütün o bizim Azərbaycanda o 41-45'te həlak olan qəhrəmanlarımız Allah onlara rəhmət eləsin. Allah Teala onların yeni behişt eləsin. Qəbirləri nurlar olsun. Fəxrimiz də hər yerdə onlarla fəxrlidir və biz onlarla yaşayırıq ki, Azərbaycanın doğrudan da belə oğulları var. Onlar olmasa biz Azərbaycan kimlə fəxrləsin. Və qayıdaq indi bizim bugünkü günümüzə, bugünkü də ki Allah Teala köməyi olsun, 20 ildən yuxarıdakı torpaqlarımız düşmən taptaq altındadır. İnşallah bizim möhtərəm prezidentimiz deyib ki, bu il gələn artıq torpaqda qayıdacaq. Buna da biz ümidvarıq, inanırıq. Əvvəllər 41-45 fikirləşində doğrudan da bizim babalarımız biraz elə bil ki, biraz namus, qeyrət, biraz başqa cür olub və indi biraz tamam başqalaşır. O vaxtlar hamı, nə bilim, bir dəfələ durub gedərlər, getdik. Yəni biz. İndi müharibədən çoxu qaçır, çoxu nə bilim, əlillik ağız alır. Beləsinə qələbə qazanmaq mümkün deyil. Akşin müəllim yəqin deyər, belə qazanmaq qələbənin çətindir, olmaz. Və mən bir şeirlə tamamlamaq istəyirəm. Məhəmməd Arazın bu yaxınlarında, elə bu burada elə Dolması müəllimizdə deyir. Millətlər evində Məhəmməd Arazın bu yaxınlarda 80 illik oldu. Onun şeirini burada çıxış eləmişdim. Ayağa dur Azərbaycan. O bəzi bizim oğlanlarımıza aid olsun, hansı ki müharibədən qaçırlar, gizlənirlər. Torpaq naminə qoşmaq istəmirlər. Nə yatmışsan, qoca vulkan, səninləyəm. Ayağa dur, Azərbaycan, səninləyəm. Səndən qeyri biz hər şeyi bölə bildik. Səndən qeyri biz hamımız ölə bildik. Ham sənin tufan yıxan, gürşaq boğan, yurdoğul oğullarım, qara çoban, salur qazan, dəl-qonruq oğullarım. Çəksin elə qayaları qamaq elə, haqq yolunu ayağına dolaq elə, bayrağını Xəzər boyda bayraq elə, eymezliğe kalkmış olan bayrağını, Azerbaycan, Azerbaycan bayrağını. Bunu bize zaman deyir. Mezarından baş kaldıran baban deyir. Nər oğlu nər, səninləyəm. Səninləyəm silah tutan, külün tutan, yaba tutan, kösül tutan insanlar. Səninləyəm. Səninləyəm qız atası. Han nərəm, han səsin, han andın. Yoksa sen de yatmışlara, bakmışlara, qeyrətini satmışlara qırdalandın. Ayağa qalx, ana vətən, ayağa qalx. Gözünü sil, ana vətən, ayağa qalx. Üfüqünə bir yaxşı bax, sərhədinə bir yaxşı bax, sərhədinin kəməndinə bir yaxşı bax. Dur içindən qorxunu boğ, ölümünlə qalını ayırt elə. Dur içindən qorxağı qov, dur özünü bozqurd elə.
elin günüm səninləyəm, azım çoxum səninləyəm, şirin yuxum səninləyəm. Yıxın məni söz atından, atın məni tank altına, əzin məni xıncım, kəsmərəyə söz qılıncım, didin məni didim, atın məni tank altına, qundaqdakı bir körpəni xilas edim, neçə səni, neçə məni xilas edim. Səninləyəm haqq ədalət, səninləyəm, milli qürur, milli qeyrət səninləyəm, oyat bizi ey yaradan səninləyəm, məhv olmadı Azərbaycan səninləyəm, ya bilmərlə yatır bizi, ya bilmərə oyat bizi, ya yenidən yarat bizi, ey yaradan səninləyəm, səninləyəm yatmış vulkan səninləyəm, ayağa dur Azərbaycan səninləyəm. Çok sağ olun. Allah'ımıza can sağlığı. Сегодня в нашем зале также еще присутствует один родственник нашего героя. И, пожалуйста, последнее слово выслушаем. Bağışlayın, Rus dilini yaxşı bilmədiyimə görə Azərbaycan dilini çıxış edəcəm. Ana-babanın hörmətli prezidentimizə, qonaqlara, zalda əyləşənlərə hamısını salamlayıram. Təşəkkürümü bildirirəm. Biz talış qardaşlarıma ki, belə bir tədbir keçiriblər. Həyatda ən çox təəssüflənliyim budur ki, əlimi görməmişəm. Kaş onu görəydim. Kaş onun bir kəlməsini eşidib, o sözlər mənim xatirimdə qalaydı. Qalmayıb. Amma valideynlərimdən, əmi uşaqlarımdan, kəncilərimdən, onun Qucan ənəmin dediyi sözlərindən eşitmişəm ki, o nələr deyib. Necə əzablarla yol çəkib Hamuşam kəndinə, Asqaranın Ucqar bir kəndində yaşayırıq, Hamuşam kəndində, İranın həmsərər. Əzabla, çox çətinliklə yaşayıb bu yavaşa çatmışıq. Demirik, amma onun adı ilə böyümüşük, Mirzənin adı ilə böyümüşük. Biz həmişə bütün kənd fəxr edib ki, Mirzə nəslindənik. Bir familiyanın adından olmasaq da, olmasaq bütün cəmaatda, amma hamı bundan fərq edib. Bütün Azərbaycan bundan fəxr edib. Hətta rəhmətli Kədər Əliyev də ona demişdi ki, mən heç vaxt belə düşünməmişdim ki, Azərbaycanda Talış xalqından belə bir oğul çıxacaq, amma çıxdı. Mənim bir əmim qəhrəman yox. Mənim 2 əmim qəhrəman olub, çox da o ad almasa da zatı qəhrəman olub ki, Fransa kimi bir yerdən ömrünün sonuna kimi oraya yaşadı, amma öləndən sonra öz meydini Hamuşam kəndində bastırdırdı. Bu hər bir kişinin işi deyildi. Allah sizin özünlərinizi rəhmət eləsin. Çox sağ olun mənim qardaşlarım. Sizin qabağınızda, Allahın qabağında baş əyirəm. Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram sizə. Mənə söz verdiyinizə görə. Çox sağ olun. На этом наше сегодняшнее мероприятие подошло к концу. Выражаем благодарность всем присутствующим сегодня. Извините, конечно, за некоторые технические неполадки, организационные моменты, но все делалось очень быстро, на ходу. Спасибо вам.